Исхак, ты до прошлого года, в принципе, был одним из самых ведущих геологов Башкортостана. Почему ты все-таки решил выбрать Москву? Как ты здесь оказался? Мгм. Ну, я не скажу, что я был ведущим геологом Башкортостана, По крайней мере, конечно. очень известный и Ну, популярный. возможно, да, на фоне ряда событий, в том числе и Куштау, в том числе и просто занимался популяризацией геологии. Ну, решил для себя, что дальше нужно расти, дальше развиваться, и в рамках работы в университете, к сожалению, я не видел возможности расти как специалист. Поэтому решил все-таки, что нужно переезжать в Москву и развиваться здесь. А как ты здесь получил должность? Можешь поподробнее рассказать? Э, Заместитель директора музея. Был конкурс на эту должность, и я подал, просто на нее подал свои документы, то есть просто прошел все официальные процедуры А и кроме тебя, прошел. сколько еще претендентов было на это? Да я даже не в курсе, честно говоря, не спрашивал никогда. То есть подал документы какие-то, какой-то защитил какой-то проект или... Нет, просто подал документы, свое резюме, чего, что сделал, чего достиг. Ну, конечно, я знал, и коллектив знал директора до этого. Мой младший брат тоже геолог, который сейчас стал заведующим кафедрой, где я работал. Он проходил аспирантуру во Франции, это была совместная аспирантура, совместный проект вот с данным музеем, потому что наш музей это не совсем просто музей, это научный институт Российской академии наук. И одно из направлений здесь это геотермия. И вот как раз он писал диссертацию, защитил диссертацию по теме геотермальных исследований на Кавказе. И поэтому мы были знакомы, и я был знаком с директором, и когда я подал документы, я позвонил, сказал, что вот такая идея есть, и потом пришел сюда. Ну, смотри, ты, получается, там преподавал, там ездил, я, насколько знаю, тебе нравилось ездить в экспедиции. Мгм. Вот здесь, будучи уже на такой должности, тебе получается преподавать или ездить в такие экспедиции? Ну, естественно, это гораздо меньше получается преподавать, чем это было в университете, но иногда, читая некоторые курсы, я сейчас сотрудничаю с Губкинским университетом, там веду лекции. То есть, естественно, объем гораздо меньше, но меня это, в принципе, даже больше устраивает, потому что одна из проблем преподавателей университета – это очень большая учебная нагрузка. Те 900 часов в год, которые нужно преподавать, они очень сильно тормозят в развитии тебя как специалиста. То есть, когда ты преподаешь, ты развиваешься как педагог, естественно, но как ученый, как специалист в своем деле, ты развиваешься, когда ты выполняешь какие-то проекты. Вот поэтому это меня как раз и коробило в университете, что у нас таких проектов было, во-первых, мало, во-вторых, очень сильно учебная нагрузка все равно отвлекала. Поэтому, да, преподавание меньше, но оно есть. В плане экспедиций, наоборот, у меня появились экспедиции. То есть это не практики летние, которые тоже это больше как преподавание, а именно научные экспедиции. Мы ездили летом на Соловецкие острова, ведем проект по исследованию геотермального как раз потенциала Соловецких островов. Вот сейчас проводили исследования, сейчас занимаемся как раз обобщением этих данных. Как-то вот губкинский студент отличается от студентов Башкирского госуниверситета? Да, на самом деле, студенты в целом везде очень похожи, со своими плюсами, минусами. Отличия региональные есть. То есть если в Уфе у меня были студенты, это студенты со всех окраин республики, плюс немного там из соседних регионов. В последнее время там появлялись и зарубежные студенты, в том числе был студент из Сенегала. Вот, но здесь студенты со всей России, то есть это немножко география шире. Вот. А в плане активности и интереса очень похоже. Единственное, возможно, такое отличие, то что у нас в Уфе, в чем-то, возможно, это благодаря нашей активности в вопросах популяризации геологии, многие подавали сразу целенаправленно на геолога, то есть и бились за эти места, пытались пройти. В Губкинском университете геология, она идет у некоторых студентов по остаточному принципу. То есть они не смогли поступить на разработку месторождений, что считается более высокооплачиваемым и так далее, востребованным. И уже по остаточному принципу идут на геологов. То есть там вот эта вот картина немножко меняется. Ну, ты, я сколько знаю, в Уфе позволял себе такую роскошь, шалость преподавать на английском языке. Вот здесь у тебя так получается? Да, естественно, это, я считаю, очень полезная практика. Но я преподавал, естественно, не всю пару. То есть каждую пару я стараюсь 10 минут посвящать данной теме, но ее веду на английском языке, чтобы студенты, во-первых, изучали профессиональную терминологию, ну и, во-вторых, в целом у них была мотивация изучать английский язык, и те, кто на английском уже хоть чуть-чуть говорят, была небольшая практика. Здесь я тоже использую, и здесь из плюсов то, что в Уфе, когда я так делал,
обычно в лучшем случае треть студентов со мной взаимодействовала и общалась, а остальные, другая треть слушала, улавливала какие-то слова, еще одна треть не понимали вообще ничего. Здесь процент знающих английский, он чуть больше у студентов. Хотя половина есть? Хотя бы половина, да, где-то понимает. Смотри, вот тебя обратно не звали в Уфу на какие-то должности, какие-то, не сулили какие-то званий? Ну, вообще, да, звали, зовут, но все-таки я решил, что пока что буду развиваться здесь, в этой организации. А за рубеж не хочется куда-нибудь? Все зависит от того, куда и чем заниматься. То есть мне очень важно, чтобы моя деятельность какую-то пользу приносила. И для меня в плане развития, и для той организации, где я работаю, и для людей в первую очередь. То есть в университете, почему я работал в Башкирском государственном университете, хотя мне и тогда каждый раз предлагали работы в более производственных организациях, в нефтяных компаниях с зарплатами и в 2 и более раз больше, чем я получал в университете. Но я понимал, что я делаю это важно, в принципе. Я видел, как студенты меня это всегда очень радовало, что достигают каких-то высот, как у нас студенты стали более востребованы на рынке труда. То есть, когда стал заведующим в 2016 году, где-то спустя 2 года уже каждое лето мне постоянно звонили работодатели, просили рекомендовать студентов, отправить. Студентов на всех не хватало наших. И это очень мне было, естественно, приятно. И до сих пор приятно. Я вижу, что кафедра дальше живет, развивается. Все равно я с ней взаимодействую и также продолжаю что-то делать. То есть, из недавнего открыли компьютерный класс. Точнее, подписали соглашение с компанией Micromine об открытии компьютерного класса. То есть они проспонсируют это дело. И в этом соглашении, в принципе, я тоже роль принимал. То есть и разговаривал и с гендиректором компании Micromine в России. И был там на этом подписании. Вот. Поэтому все зависит от того, что делать, где делать и так далее. Вот в Башкирии долгое время обсуждалось о слиянии твоего альма-матер Башкирского госуниверситета с Уфимским авиационным университетом УГАТУ. Вот, скажем так, понятно, руководство Башкирии это активно продавливало, там часть общественности, часть более-менее независимой общественности этому как-то противилась. Все-таки твое мнение, вот какие плюсы, минусы ты видишь в этом объединении? Мне звонили неоднократно журналисты, я давал комментарии и говорил, что да, есть, естественно, будут минусы. Один из главных минусов – это огромная бюрократия при объединении, новое юрлицо. Это и затраты университета на эту бюрократию, затраты университета, когда нужно будет брать всех преподавателей заново под новое юрлицо. Это и необходимость создания нового бренда. Все-таки Башгосуниверситет, УГАТУ – это уже устоявшиеся такие бренды. Я не скажу, что такие очень раскрученные, очень распиаренные на российском уровне, но на региональном достаточно известные. Но насчет бренда нужно понимать, что в наш век цифровых технологий, соцсетей и прочее, раскрутка бренда, она гораздо проще, чем это было 50 лет назад. То есть вопрос только финансовых вливаний и грамотных специалистов. То есть это вопрос решаемый. А вопрос бюрократии, он тоже решаемый, если есть достаточное финансирование. Вот как раз то, что мы выиграли приоритет 2030, это меня обрадовало, но жаль, что мы не получили все-таки миллиард, как планировалось. Все-таки нужны достаточные суммы и на бюрократию, и на развитие университета. Потому что сколько в итоге получили? Получили базовую часть 100 миллионов и еще сверху, могу ошибиться, 142, насколько я помню, миллиона рублей. То есть в сумме 242 миллиона рублей. Только четверть. Да. И это, к сожалению, на 2 вуза это довольно мало. Вот у нас любят тоже часто ругать молодое поколение, миллениалов, так называемых, какие-то приколы про них говорят. Вот все-таки ты, поскольку уже немало преподавал, все-таки твое мнение о вот, скажем так, новой генерации, вот, новом поколении молодежи. Преподавал и продолжаю преподавать, и у меня только очень хорошее мнение. И вся надежда на то, что у нас страна поменяется в лучшую сторону именно благодаря молодежи, потому что я постоянно контактирую с студентами и вижу, что... Это не потерянное поколение? Абсолютно нет. Это я сравниваю со студентами, когда мы сами учились, я вижу, что ребята действительно лучше умеют обобщать информацию, собирать, быстрее подстраиваться под изменения. То есть, те качества, которые появились благодаря вот этим большим потокам информации сейчас, соцсетям, гаджетам и прочим. То есть, есть и минусы, разумеется. То есть, им сложнее удерживать внимание, сложнее сидеть, например, над одной какой-то работой, там, писать курсовую, просто не отвлекаясь. То есть, это минус, вот это клиповое сознание и так далее. То есть, под эти минусы система образования должна подстраиваться. То есть, мы должны преподавать как-то более интересно, не монотонно, и тогда студенты, они способны улавливать информацию. То есть это задача как раз преподавателей, немножко учитывать особенности мышления современной молодежи. А в целом по качеству молодежи я считаю, что у нас прекрасная молодежь, и я думаю, у нее большое будущее.
Еще у нас любят частенько ругать нашу отечественную науку, говорят, что она в глубоком, в лучшем случае, кризисе. Вот не буду другие сейчас эпитеты подставлять. Вот все-таки тебе, как специалисту в области геологии, вот именно касательно геологии или в целом отечественной науки, как кажется, она все-таки в кризисе или все-таки на подъеме? Ну, разумеется, проблемы есть, и я не отделяю науку от образования, на самом деле эти вещи, они не могут быть отдельны. То есть то, что вот у нас и в советское время было разделено, там, Академия наук и высшее образование, были в этом свои плюсы, но есть и определенные минусы. То есть все-таки мне больше нравится модель, когда все идет сообща. Ну, сейчас Министерство высшего образования и науки есть уже. Да, высшее образование, когда наука очень сильно развивается в университетах, потому что у нас было так, что университеты занимаются обучением больше, а наукой, большой наукой занимается Российская академия наук. И сейчас очень приятно видеть, что идет синтез этих усилий, когда Российская академия наук, институты Российской академии наук ведут совместные исследования, совместные проекты и также и преподают ученые Российской академии наук в университетах. То есть это добавляет сильные стороны нашей большой науки, Российской академии наук, в том плане, что экспертность, и добавляет в Российскую академию наук сильную сторону университетов, то есть это сменяемость кадров, молодые умы, это активные студенты, которые готовы участвовать в каких-то исследовательских проектах, которые позволяют им улучшать свое образование и позволяют как-то выносить больше энергии в наши РАНовские институты. Поэтому я считаю, это большой плюс. У нас, естественно, в науке есть и проблемы. Это можно, конечно, говорить, что проблема там недофинансирования российской науки и образования. То есть, если сравнивать с странами развитыми, то тот процент, который у нас бюджета предназначен для российской науки и образования, он ниже, чем процент, соответствующий в Европе, например, во Франции, в Германии. То есть он, насколько я помню, где-то в 2 раза ниже, чем заложен в европейских странах ведущих. В смысле, по процентам, доли бюджета или да, доля бюджета, да. Или касательно там каких-то рублей? Там... Нет, я имею в виду именно долю бюджета, то есть это еще без учета того, что у нас в целом там, ВВП, например, уступает ВВП развитых стран. Вот. Но именно по долям бюджета, да, у нас вот это распределение, оно у нас ниже. То есть это... Зато у нас силовики. Да, как бы такая вот у нас отличие, скажем так, в распределении бюджета. Но это не единственная проблема, на самом деле. Просто вливание денег не спасет и не поможет развить и сделать каких-то рывков в российской науке и образовании. То есть именно нужно думать о том, что как менять структуру, как менять... Ну, из примеров таких... Вот музей, где я работаю, здесь президент нашего музея Юрий Николаевич Малышев, он в 1993 году возглавил угольную промышленность России. И тогда уголь добывал 1 миллион 100 тысяч человек, в угольной промышленности работал, и добывали они 400 миллион тонн угля. В год, да. И к концу его работы, уже ближе к 1998 году, и чуть позже, точно такую же сумму, уже 400 миллионов тонн угля добывал 150 тысяч человек. То есть практически в 10 раз меньше. И при этом смертность была, там добывали 1 миллион тонн угля и погибал один человек на 1 миллион тонн. То есть сейчас смертность сократилась там, в 15 раз. То есть, к сожалению, люди все равно погибают. Получается, миллион человек куда-то сократили? Миллион человек, да, сократили. То есть, ну, сократили не так, что они не остались на улице. То есть это огромная работа была проделана по переселению людей, по выделению жилья, по выделению дополнительных пенсий. То есть это все было сделано с умом. И реформирование угольной промышленности считается вообще эталоном отраслевого реформирования. То есть оно признано, причем не только российскими, но и зарубежными экспертами. Вот наша наука и образование, оно тоже нуждается в реформировании, чтобы усиливать наши сильные стороны, усиливать наши сильные институты, сильных ученых и стараться как бы, сокращать тех, кто делает вид, создает вид бурной деятельности. И, в принципе, вот эта грантовая система, которая у нас принята, она этому способствует, но хотелось бы, чтобы больше было грантов, чтобы они как-то еще лучше и эффективнее распределялись и так далее. То есть, в принципе, путь этот, мы его проходим, но пока что мы только, я думаю, в середине или даже в начале пути. Вот ты в прошлом году выступал, когда вот ты сегодня упомянул Куштау, вот ты в прошлом году активно, один из таких людей, который активно выступал за защиту шиханов. Вот при этом другие защитники шиханов жаловались, что на них как-то пытаются давить, я не говорю только информационно, там в плане работы и так далее. Вот на тебя как-то оказалось какое-то давление сверху? Как ни странно, нет, мне никто не звонил, не просил замолчать и так далее. То
есть, поэтому, что здесь можно сказать про... Я сейчас не буду просить тебя покритиковать башкирские власти, вот, но тем не менее... Да, почему нет? Я их критиковал, когда был, то есть, и сейчас могу добавить, то есть я от своих слов не отказываюсь, я считаю, что правильную позицию выбрал, что Куштау действительно не нужно было использовать для разработки и для получения соды. У нас было полно адекватных альтернатив, и я рад, что все-таки в итоге пошли по этому пути, и сожалею, что пришлось вот пережить, что мы пережили. То есть это... Почему Хабиров переобулся и его команда? Я думаю, они поняли, что какой большой процент жителей они поняли, республики... Или им дали понять сверху? Не знаю, я просто не политолог, я вот как раз в политике не настолько хорошо разбираюсь, как и в геологии, и поэтому я могу только сказать, что альтернативы были, и то, что народ именно сказал свое мнение, очень весомое, это сыграло существенную роль, потому что когда ученые, когда мы собирались, и был там совет при главе по вопросам экологии, в том числе и Куштау, все ученые, кроме одного, высказали, что они против разработки. Только один был ученый-экономист, кто сказал, что это поможет республике в плане ее развития экономического. А остальные геологи, химики были биологи, то есть они все сказали против. Вот. И поэтому здесь, во всяком случае, я рад, что все так закончилось именно для природы нашей Республики Башкортостан благополучно. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы... Для людей пока еще не закончилось. Да, впредь такие ситуации, они как-то более мирно разрешались, потому что вот, жалко, что действительно кто-то и здоровьем своим поплатился, кто-то пришлось там отсидеть там в СИЗО, то есть, ну, это, конечно, неприятно. Вот, насколько я знаю, ты являешься потомственным геологом, да, вот у тебя и родной брат тоже в этой сфере работает. Вот, расскажи немножко вот о своем великом дедушке. Ну, у меня дедушка, он закончил Казанский, тогда еще геологический, Казанский университет, который сейчас Казанский федеральный университет, и был направлен в Стерлитамак, занимался поиском нефти, открыл ряд месторождений, и параллельно с этим изучал как раз геологию Южного Урала и понял, что Урал он образовался не вертикально, как тогда было это принято, а за счет горизонтального движения. То есть это полностью... Шаряжно-двиговая теория. Да, это как раз это шаряжно-двиговая теория, которую он изучал и выдвинул. И... Это он ее разработал, или все-таки это какие-то зарубежные находки? Нет, это он является как раз разработчиком, то есть у него... Почему тогда его обвиняли в космополитизме, о том, что он, насколько я помню, что его там чуть ли не в работе на как-то буржуазная, как называется, наука. Ну, проблема была в том, что еще в 30-е годы этот спор случился, то есть это было похоже на ситуацию с генетикой, то есть были геологи, которые как раз открывали вот эти шарьяжи, горизонтальные движения на Урале, в том числе геолог по фамилии Фредерикс такой был, и, к сожалению, их судьба была похожа на судьбу некоторых генетиков, то есть их кого-то расстреляли, кого-то отправили в лагеря, потому что было названо, что они преклоняются перед буржуазной лженаукой. И после этого, естественно, это все был такой откат от этого, то есть остались только вертикальные движения. Фиксисты вот это? Ну да, то есть вот это вот фиксизм, то есть как наука. Естественно, спор он был и в Европе, то есть не было так, что все сразу приняли горизонтально. Просто у нас он такой был спор довольно жестко прекращен таким способом. Попались просто под раздачу, как писал один из историков нашей науки, что вот это вот научные такие дискуссии, такая была мутная вода, где НКВД ловила рыбу на любой вкус и цвет. То есть смотрит, вот, пожалуйста, есть там буржуазная такая концепция какая-то, значит, ты буржуазный лжеученый, все отлично, можно выполнить план по тебе. Поэтому и у нас, естественно, геология откатилась вот в данном вопросе на десятилетия назад. Это как раз у меня дедушка, когда он начал работать на Южном Урале, в 1953 году он закончил университет, приехал, и буквально через год он уже обнаружил такую горизонтальную структуру. Закартировал ее, написал и поплатился тем, что на него был написан донос. Ну, к счастью, тогда уже за это не расстреливали, просто его сняли с должности. Хрущевские времена? Это уже хрущевские времена были, да. И его сняли с должности, запретили пользоваться секретными материалами для служебного пользования, которые были карты. И затем ему повезло, очень хорошие были у него начальники, Куликов и Мишалкин, таких два геолога, нефтяника. И они как-то его помогали, покровительствовали, мы увидели, что он работает как бы от души и старается. И поэтому через пару лет его восстановили в должности. Ну а дальше он просто уже с этой концепцией
смотрел на геологию и действительно открывал такие структуры по всему Уралу, Южному, Среднему Уралу. И понял, что это как бы и есть основной механизм образования Урала. Создание Академии наук Башкортостана – это его заслуга, АНРБ? В том числе он был в коллективе, и одна из причин, почему он поплатился должностью директора Института геологии в 1991 году, это его инициатива создать Академию наук Республики Башкортостан. А зачем же отделяться? Казалось бы, все работает, все есть. Ну, на самом деле нужно понимать, как наука была в тот момент устроена. Нас присоединили в 1987 году к Уральскому отделению АНССР. И для башкирской науки это был вариант не очень, потому что сразу у нас были прямые связи с Москвой, а тут нужно было финансирование получать как бы через Уральское отделение. И поэтому, на примере даже нашего института, я знаю, что некоторые полевые сезоны летом просто были сорваны, просто не получили финансирование. Ну и плюс неугодных с точки зрения науки начинали сильно приставать. Вот моего дедушку, он в 1987 году его вызвали в Екатеринбург, Свердловск тогда еще, и потребовали официального отречения от вот этой вот шариажно-надовой теории, которая, от того, что Урал образован горизонтально, то, что сейчас все геологи принимают, что горизонтальных вот этих перемещений на Урале не было. Он, естественно, отказался, сравнил это с Лысенковщиной и попал в немилость руководства. И после этого запустился процесс по его увольнению, и его не могли уволить просто потому, что очень сильно его поддерживали московские геологи. То есть московские академики, ведущие ученые полностью были за него. Вот. Но в 1991 году, как раз когда вот это все накалилось, было письмо от всех этих ведущих академиков в президенту АНССР о том, что Камалетдинова не нужно убирать с должности, это ведущий ученый с мировым именем. Вот. Но как раз сказалось то, что он стал одним из инициаторов создания Академии наук Башкортостана. И после этого судьба его как директора уже была решена, то есть его сняли. И поэтому очень печально было, на самом деле, мне осознавать в 2013 году, когда его уволили якобы за прогул, который потом он был восстановлен судом, что руководство нашей Академии наук Башкортостана никак за него не вступилось, потому что он был один из основателей этой академии. Угу. Вот еще вопрос. У тебя, казалось бы, такие глубокие татарские корни, да? Вот ты сам все-таки поддерживаешь какую-то свою татарскую культуру, татарский язык, скажем так, веру своих предков? Разумеется, по мере своей возможности поддерживаю. И считаю, что нужно, если ты считаешь себя татарином, нужно записываться им. То есть предстоящей переписи запишешься татарином? Разумеется, конечно. Общаешься ли ты здесь все-таки с татарской, не хочу сказать диаспорой, потому что себя не обижается, скажем так, с татарами Москвы? Да, так получилось. Я не скажу, что это было намеренно. У меня хороший друг, тоже геолог. То есть мы с ним познакомились именно потому, что он коллега-геолог. Но так получилось, что он тоже татарин. Был тогда замдекана геологического факультета Губкинского университета Ильнар Ильясович Хасанов. Вот мы с ним часто общаемся, обсуждаем геологические вопросы высшего образования. Иногда как раз стараемся общаться по-татарски, чтобы его не забывал язык, и я как-то его немножко улучшал, потому что он родом с Татарстана, и его татарский гораздо лучше моего. Угу. А вот на эти татарские тусовочки ходишь, они что, свои какие-то вечера устраивают, сабантуи уже? Я был один раз, но часто нет. В штабе, да? Да, в штабе татар. Угу. Понятно. А своих детей собираешься все-таки как-то приобщать к родной культуре, языку? Не, я думаю, обязательно нужно приобщать, и чтобы дети знали родной язык. Угу. Спасибо.